О ситуации с электроцинком и форуме молодых журналистов «Алания Медиа» расскажем. Это новости на телеканале «Осетия». В студии Марьяна Айдарова. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Воссоздать неповторимый колорит осетинской культуры. Этническая деревня появится в Куртатинском ущелье. Проект поможет лучше понимать традиции и историю осетинского народа. Операция достаточно сложная, требует специальных навыков и инструмента. Нейрохирург из Новосибирска Вадим Берестов провел уникальную операцию в Бесланском медцентре об инновационном методе лечения аневризмы сосуда через несколько минут. Мои эмоции никто не передаст. Это все остается в моей душе. Во Владикавказе прошел открытый Кубок Республики по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера России Казимы Дулаевой. Турнир собрал юных спортсменок из разных регионов страны. Но в начале выпуска о дорожно-транспортном происшествии в районе селения Майское пригородного района Северной Осетии, в результате которого погибли 2 человека. Еще 4 ранены, в том числе 8-летний ребенок. Пострадавших доставили в клиническую больницу города Назрани. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Сигнал о происшествии поступил в спасательные службы в 14:25. ДТП произошло на 66-м километре автодороги Моздок-Владикавказ. Уточняется, что аварию спровоцировал сильный туман. Обстоятельства происшествия выясняются. В 2020 году в Северной Осетии планируется создание этнической деревни. Она расположится в Куртатинском ущелье. Об этом на заседании комиссии по сохранению и развитию осетинского языка сообщил временно исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Заур Кодзаев. По его словам, проект нужно согласовать с администрацией Феокдона и собственниками домов, которые войдут в этнодеревню. На эти цели потребуется около 1,5 миллиона рублей. В следующем году планируется проведение конкурса на разработку проекта. Для его реализации будет подготовлено техническое здание с учетом экспертного мнения сотрудников Министерства культуры республики и его подведомственных учреждений. Сделают это на примере существующих этнодеревень в Чеченской республике, Удмуртии и Татарстане. Арбитражный суд Северной Осетии удовлетворил ходатайство управления Роспотребнадзора о выдаче исполнительного листа, который обяжет Электроцинк в принудительном порядке выполнить все условия мирового соглашения 2010 года. Такое решение сегодня вынесла судья Марина Коптева. Однако какие конкретные действия предпримет ведомство, пока неизвестно. На выдачу исполнительного листа уйдет 5 дней. Окончательное решение вынесет Федеральная служба Роспотребнадзора. Напомним, завод Электроцинк и Роспотребнадзор заключили мировое соглашение, по которому ответчик брал на себя обязательство до 2015 года создать санитарную зону вокруг завода и благоустроить территорию. Однако этот основной пункт соглашения выполнен не был. В течение 5 дней управление Роспотребнадзора получит результат нашего ходатайства. В последующем будет уже выполняться следующие задачи, которые мы будем решать в дальнейшем. Пока что раньше времени мы не можем какой-либо информацией с вами поделиться. Также сегодня состоялось заседание комиссии по вопросам дальнейшей деятельности завода «Электроцинк». Участники приняли решение провести следующее заседание непосредственно на территории завода. По их словам, это позволит детально изучить, в каком состоянии предприятие находится после пожара и как обеспечиваются социальные гарантии и права сотрудников завода, которые вынуждены работать неполный день. Также члены комиссии высказались за то, чтобы на металлургическом предприятии побывали представители СМИ, чтобы обнародовать объективную информацию о складывающейся ситуации. Собравшиеся также будут выяснять, насколько соответствовали требованиям ранее проведенные мероприятия по рекультивации земель, в которых зафиксировали превышение допустимых концентраций опасных веществ. Тимур Астускаев встретился с помощником министра здравоохранения России Анатолием Гулиным. Стороны обсудили вопросы развития здравоохранения. На встрече присутствовал министр профильного ведомства республики Тамерлан Гагичаев и руководители медучреждений. Тимур Астускаев отметил, что благодаря поддержке федерального центра в системе здравоохранения республики произошли изменения в лучшую сторону. Также говорили о развитии системы обязательного медицинского страхования. В частности, речь шла о порядке оказания медпомощи гражданам, обладателям полиса ОМС во всех учреждениях
учреждениях, подведомственных Минздраву Северной Осетии. По словам Тамерлана Гагичаева, это расширит рамки взаимодействия между коллегами и позволит госпитализировать пациентов в медицинские учреждения Северной Осетии. Напомним, 20 ноября правительство Южной Осетии подписало соглашение с Министерством здравоохранения Северной Осетии о предоставлении медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования гражданам России, постоянно проживающим в Южной Осетии, в медицинских организациях страны. Уникальную для Северного Кавказа операцию на аневризме головного мозга провели сегодня в Беслане. Нейрохирург из Новосибирска Вадим Берестов приехал в республику, чтобы прооперировать 2 пациентов и поделиться опытом с осетинскими специалистами. Врач убедился лично, для инновационного метода лечения в Северной Осетии есть все необходимое оборудование. Николай Джоев подробнее. На первый взгляд может показаться, что врач проводит операцию на бедре, но на самом деле это хирургическое вмешательство в головной мозг. Способ проведения уникальный. Нейрохирург из Новосибирска Вадим Берестов практикует инновационный метод лечения. Диагноз – аневризма сосуда. Это когда кровеносный сосуд расширяется в определенном месте и может лопнуть в любой момент. Последствия – кровоизлияние в мозг. Процедура эндоваскулярная. Мы проводим ее через небольшой прокол в области бедра и заводим весь необходимый инструмент по сосудам организма до целевой артерии. Операция достаточно сложная, требует специальных навыков и инструмента, но позволяет безопасно для пациента выключить аневризму с минимальным необходимым периодом для восстановления. 1-2 – достаточный период для того, чтобы пациент вернулся полностью к труду и обычному ритму жизни. Операция длится до 1,5 часов. Вместе со специалистами из Новосибирска работают и нейрохирурги из Северной Осетии. В помощь врачам новейшие технологии. Операцию проводят на импортном оборудовании. Этот аппарат называется ангиограф. Во время операции он постоянно включен. Из-за его рентгеновского излучения хирурги находятся в помещении в специальных свинцовых фартуках. Средний вес каждого 10 килограммов. Но без этого высокоточного оборудования провести операцию невозможно. На этих мониторах хирург видит работу сосудов в режиме онлайн. Расходные материалы на одну операцию стоят до 600 тысяч рублей. Сама операция больше 1 миллиона. Но для пациентов она бесплатна. Оперируют людей по квотам. Ежегодно республики выделяют от 2 до 5 квот. Но по словам главного врача Северокавказского медицинского центра Ролана Уртаева, этого недостаточно. Мы не первый год делаем такие операции. Всегда мы вызываем на себя опытных врачей из других регионов. Надеемся, что все-таки в ближайшее время, в следующем году, может быть, удастся нам увеличить и количество квот выделяемых, ну и поставить это более-менее на поток и делать самостоятельно уже. Специалисты наши, в принципе, готовы это делать сами. Операция в очередной раз прошла успешно. Пациентка избежала тяжелых последствий, а нейрохирурги получили бесценный опыт. Николай Джоев, Артур Габуаев. Новости Осетии. Завтра Осетия простится с Сосланом Андиевым. Двукратный олимпийский чемпион скончался накануне в одной из столичных клиник. Ему было 66 лет. Церемония прощания с Сосланом Петровичем Андиевым пройдет в Осетинском театре, а похоронят прославленного спортсмена рядом с родителями на Гизельском кладбище. О легенде осетинского спорта репортаж Анны Джикаевой. Сослана Петровича назвали самым интеллигентным тяжеловесом в вольной борьбе. Про него говорили: на ковре он плетет кружева, из петель которых его соперники уже не могут выбраться. Для Осетии Андиев не просто кумир, он символ целой спортивной эпохи. Это уникальная личность. Это из тех личностей, которые относятся к цвету нации. Потому что он в себе аккумулировал удивительно такие, прекрасные, самые прекрасные человеческие качества. Родился двукратный олимпийский чемпион во Владикавказе 21 апреля 1952 года. Папа осетин, мама кубанская казачка. Сослан был младшим в семье Андиевых. Друзья и родственники уверяют, мальчик не мог не стать спортсменом. Отец Петр Ахметович увлекался гирьевым спортом и борьбой, а старшие братья Геннадий и Сергей были вольниками. Они несколько раз становились чемпионами РСФСР. Мощнейшие были команды, великолепные борцы во всех союзных республиках и даже в самой России. И поэтому то, что удалось Сослану сделать в спорте, это, конечно же, это просто гордость наша.
В 12 лет старший брат привел Сослана в зал к одному из основателей школы вольной борьбы Асламбеку Цгоеву. Уже спустя 5 лет в Соединенных Штатах Андиев становится чемпионом мира среди юношей. Старший брат в его спортивной карьере и судьбе сыграл ключевую роль. Он был близким по духу человеком, спарринг-партнером и наставником. А это уникальная фотография. Она снята в 1971 году на чемпионате РСФСР. На пьедестале только братья Андиевы. На этих соревнованиях они завоевали все медали. Превзойти это уникальное достижение еще никому не удалось. Но, пожалуй, самым ярким событием не только в карьере Андиева, но и в истории спорта республики можно назвать победу на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Сослан стал первым олимпийским чемпионом из Северной Осетии. Вы знаете, даже его соперники, те, которые ему проигрывали и, наверное, хотели, чтобы вот один раз споткнулся, они его уважали. 4 года спустя на московском ковре он выигрывает свою вторую золотую олимпийскую медаль. Возможно, и третья медаль была бы завоевана Сосланом Андиевым. Но в следующих играх, которые проходили в Лос-Анджелесе, советские атлеты уже не участвовали. Сослан Петрович Андиев внес огромный вклад в развитие спорта. Он возглавлял сборную СССР по вольной борьбе, был президентом футбольного клуба «Алания», а также в течение 18 лет занимал должность председателя комитета по физической культуре и спорту Северной Осетии. В сложный для региона финансовый период ему удалось не только сохранить несколько детско-юношеских школ, но и построить новые. Мы все с детства на него равнялись, а самое главное его человеческие качества. Я никогда не видел, чтобы Сослан Петрович на кого-то косо посмотрел или был на кого-то просто в обиде. Этот человек был добрейшей души. И самое главное, это большая потеря для нашей республики, большая потеря для истории борьбы и в целом для нашего вида спорта. Ежегодно в Северной Осетии проходит турнир по вольной борьбе на призы Сослана Андиева. Без его участия не проходили ни одни состязания. Он всегда был самым главным болельщиком. Этот год стал исключением. Его здесь не было. Пока на ковре вольники боролись за пальму первенства, за жизнь Сослана Петровича боролись столичные врачи. Несмотря на все усилия, справиться с болезнью им так и не удалось. Анна Джикаева, Владислав Туаев. Новости Осетии. А сейчас к другим темам. Глазами детей уже традиционный такой полюбившийся экологический конкурс вновь прошел во Владикавказе. Школьники и дошкольники всегда готовятся к нему кропотливо. Вот и на этот раз они подготовили работы, сделанные своими руками. Помогали им в этом родители, воспитатели и учителя. Тематика – экологически чистая природа, охрана окружающей среды. В этом году в нем приняли участие около 100 участников со всей Осетии. Представлено более 400 работ. Среди них жюри отобрали самые лучшие. Сегодня состоялось торжественное награждение победителей в различных номинациях. Организаторами конкурса стали Северо-Осетинское отделение общества охраны природы и Республиканское министерство природных ресурсов и экологии. Этот конкурс, он носит не только чисто такой характер, что вот поделки делают и так далее дети, но носит характер такой воспитательный, больше воспитательный характер. Потому что все, что в течение года, чему учили и в дошкольных, и школьных учреждениях, это представлено сегодня здесь и в методических материалах воспитателей, учителей. В рамках форума «Алания Медиа» сегодня подвели итоги конкурса «Молодой Кавказ». В этом году свои заявки оставили более 100 человек. Жюри отобрали самые оригинальные и актуальные. Победителей выбирали в 5 номинациях: радио, ТВ, фото, печати, интернет и первая ласточка. Заветную статуэтку получили представители практически всех регионов СКФО, в том числе и нашей республики. Диплом и статуэтку в номинации «Телевидение» получила и корреспондент нашего канала Генриетта Албегова. Сегодня же прошла церемония закрытия форума. Его участники говорят, было насыщенно и, главное, познавательно. Все, в принципе, лекции мне понравилось, потому что тут есть такое некое разделение по областям. То есть радиожурналистика, печать, телевидение рассказывают обо всех областях. Выделить могу, конечно же, Гипра Самошейку, который является профессионалом своего дела, и он сразу берет аудиторию, завоевывает ее внимание и уже не отпускает.
Напомним, что форум проходил в течение 3 дней. Перед участниками читали лекции известные российские журналисты. Они обучили технике публичных выступлений в медиасфере, мастерству интервьюера. Рассказали о стриминговых платформах и информационных войнах. Отметим, что форум «Алания Медиа» стал 3-м по счету. Организаторы надеются, что он станет традиционным и ряды участников будут только пополняться. Проведение такого большого форума здесь, на Северном Кавказе, для нас это являлось определенным приоритетом. В пожелании в дальнейшем организаторам форумов, естественно, делать таких площадок как можно больше, проводить в разных регионах подобные встречи, общаться и в общую повестку, как федеральную, так и окружную, посвящать наших молодых журналистов, чтобы мы все находились в едином информационном поле. В Владикавказе открылся ортопедический салон «Ортосити». Уже 10 лет компания является крупнейшим поставщиком ортопедических изделий на территории Северного Кавказа. К тому же в компании работают опытные специалисты, которые стараются сделать медицинскую помощь эффективной и доступной. Подробности в репортаже Карины Гигалаевой. Красная лента и воздушные шары. Повод для праздничного настроения есть. Известная в регионе компания «Ортосити» открывает ортопедический салон во Владикавказе. Первым посетителям рассказывают, здесь в одном месте собраны сотни профильных товаров отечественного и зарубежного производства. Практически все, что может понадобиться для профилактики или лечения нарушений в работе скелета и мышц, в одном месте. Это компрессионный трикотаж, который вот сейчас мы начинаем при правильном медицинском обследовании понимать, что те пациенты, которые болеют различными венозными заболеваниями, что комфорт очень важен для нас. Да? Очень много противооперационного материала, послеоперационного материала. А здесь у нас отдельно очень интересная линейка для наших будущих мам. То есть удобные ортопедические подушки для детей, матрасы ортопедические. То есть линейка очень большая и профилактика. Российская компания «Трилакс», немецкие «Брикман» и «Ортман». Обувь, подушки, матрасы. Ведущие производители ортопедических изделий на полках «Ортосити». Специалисты утверждают, современный человек вынужден вести малоподвижный образ жизни. Вред, который это наносит организму, нужно компенсировать. В «Ортосити» знают чем. В числе эксклюзивных товаров в ортопедическом салоне можно встретить вот такой пояс. В первую очередь его рекомендуют для людей с грыжей в поясничном отделе. Он укрепляет мышечный корсет, но главное – блокирует боль. Ремни создают компрессию, идет разгрузка позвоночника, остается ощущение легкости и комфорта. На рынке компания уже больше 10 лет. Это крупнейший поставщик ортопедических товаров на территории северокавказских республик. К тому же компания помогает реализовывать государственные проекты помощи инвалидам, участвует в благотворительных акциях. А в 2009-м «Ортосити» стала официальным дистрибьютором ортопедической компании «Никомед». Сотрудничают тесно. Это очень значимое событие, поскольку с открытием ортопедического салона «Ортосити» в городе Владикавказе, я не побоюсь этого слова, начинается новый этап жизни. Не только у представителей медицинского сообщества, врачей, травматологов, ортопедов, неврологов, нейрохирургов, ревматологов, которые занимаются тоже проблемой нарушения опорно-двигательного аппарата, но и для сосудистых хирургов, но также и для жителей этого замечательного города. Для нового ортопедического салона предварительно обучали специалистов. Представители обеих компаний объясняют, важно оказать эффективную помощь. Безусловно, очень важно поддержать свою физическую форму, укреплять мышцы, но когда человек испытывает боль в спине, например, ему сложно заниматься активно спортом. И в зависимости от того, какая проблема у человека со здоровьем, мы можем подобрать индивидуально для него необходимое изделие, которое позволит быстро избавиться от боли и вернуться к привычному активному образу жизни. На открытии побывали и первые клиенты. Среди них Людмила Торчинова. Женщину уже много лет мучают боли в пояснице. Надеется, что здесь ей смогут помочь. Все в одном месте можем найти для себя, допустим, посмотреть какие-то по назначению доктора или для себя что-то индивидуально. Ну, я не знаю, я очень рада, что такой центр открылся. Это пока первый ортопедический салон «Ортосити» в республике, но у компании большие планы. Карина Гигалаева, Чермен Цураев. Новости Осетии.
Юные гимнастки соревновались сегодня в пластике и грации. Во Владикавказе проходит открытый Кубок Республики по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера России Казимы Дулаевой. Турнир собрал спортсменок из Краснодарского и Ставропольского краев, Саратовской области, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также Южной Осетии. Всего 180 участниц. Гимнастки проявили свое мастерство в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Выступают девушки в разных возрастных категориях от 6 до 18 лет. Победителей и призеров турнира определили по наибольшей сумме баллов и наградили грамотами, медалями и ценными призами Министерства физической культуры и спорта Северной Осетии. Моим эмоциям никто не передаст. Это все остается в моей душе. И я хочу, чтобы у всех моих подружек, девочек все получилось. Сегодня все выступили достаточно хорошо. Все остается на следующий день. Будем стараться. К этому часу у нас все. Спасибо за внимание и до встречи.